Звон колоколов наполнял воздух, создавая ощущение торжественности и радости. С вечера в храме царила особая атмосфера. Прихожане собирались, чтобы принять участие в богослужении и подготовиться к Пасхе. Многие пришли вместе с семьями, чтобы отметить этот важный момент в кругу близких и помолиться за родных. В ходе богослужения священник провел ряд ритуалов, включая чтение молитв и освящение куличей и пасок, которые прихожане приносили с собой. Это символизировало окончание поста и начало радостного празднования Пасхи. Священник подчеркнул важность духовного очищения и единства в вере, призвав всех присутствующих к любви и взаимопониманию. Хочу пожелать, чтобы не растерять то, что удалось собрать. У кого-то больше, у кого-то меньше. Вот. Но даже если человек посмотрел просто на себя немножко по-другому, с точки зрения взаимоотношения с Богом, вот, и оценил свои поступки относительно вечности, то это уже огромный духовный вклад. Помимо того, что он у каждого своя мера, но тем не менее даже направление мысли, направление воли вот в эту сторону, это огромное приобретение. Поэтому хочу пожелать, чтобы это все сохранилось и приумножилось. Праздничные литургии этой ночью проходят во всех храмах страны. В Сунжинский съехались православные со всей республики, а также из других регионов. Этот праздник отмечается как самый важный и значимый в христианстве. Поздравить с окончанием поста приехал и председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин. Он зачитал поздравления от главы Ингушетии Махмуд Али Калиматова. От всей души поздравляю вас с праздником Пасхи, светлым и радостным днем, который несет в себе идеи возрождения, надежды и добра. В этот знаменательный день хочу выразить искреннее уважение к вашему самоотверженному служению и пожелать крепкого здоровья, благополучия, душевного равновесия и внутренней гармонии. Пусть этот праздник принесет всем вам, вашим близким, радость, душевный подъем, много сил для добрых дел. Желаю, чтобы ваша деятельность способствовала духовному развитию общества, укрепляла традиции и ценности нашего народа. С уважением, Калимат. Владимир Сластенин уже по традиции от правительства Ингушетии вручил в праздник икону храму Пресвятой Богородицы. Прихожане с радостью делились своими впечатлениями о прошедшем посте и значимости этого дня для них. Многие говорили о том, как важно было провести это время в молитве и саморазмышлении, а также о том, как они ждут празднования Пасхи. Молились ежедневно, ходили по выходным на службы в храм. С мужем старались соблюдать все правила, помогали ближним, в храме помогали, приезжали, здесь наводили порядок в кельях, красили, белили, вот, то есть в трудах, в общем, таким образом соблюдали правила по питанию, то есть все каноны, которые заложены. Старались больше прощать, больше делать добрых дел. Ритуал в Сунжинском храме является важным событием для местной православной общины, объединяя людей в вере и подготовке к светлому празднику Пасхи. Торжественная литургия длилась всю ночь. Адам Гулоев, Султан Магушков, Магаз 24.